Могу тебя вынести просто так, это кайф, даже не принципиально на видах или лайф. Меня прет это так, врубаю свой драйв, бью в башне, прям как Макгрегор Микс Файт. Рэп, а с ней батл-культура в России переживает сейчас второе рождение. Казалось бы, визуально все те же темные помещения и кепки с капюшонами, но обманываться не стоит. За главными батлами страны следят десятки миллионов человек. Все потому, что атмосфера здесь сродни уличной драке, только вместо кулаков и ног хлесткие выпады, остроумные панчи и сложный для непосвященного сленг. Сын Каркероса, до стиля не дорос, ты такой стандартный, все делаешь по ГОСТу у черного входа, собрались все гости, чтоб танцевать нам не нужны твои кости, ты все байтишь у русского рэпа, я сбатю этот бит, ну мне не поверит это дис, челлендж соберет мне на гелик это дис, челлендж подарит тебе велик. BPM от обычного рэп-баттла отличается тем, что вся читка происходит под бит, ритм у соперников один и сразу видно, когда кто-то из него выпадает. На участие в коме BPM заявилось больше 150 человек, в конкурс после онлайн-кастинга прошли 8 бойцов из Сыктывкара, Ухты, Воркуты, Печоры, Карткероса и Микуня, из которых в финале схлестнулись Штрих из Карткероса и воркутинец Виндиго, которому судьи и присудили победу и денежный приз. С ним баттл был тяжелый, потому что я его уважаю как человека, я с ним познакомился здесь, я не знал, вот баттл как бы соединяет людей, да, находишь друзей, всего находишь очень много, как и все рэп-творчество тебе помогает. А так планирую уже делать, наверное, альбом, скорее всего. Ну, не альбом, пусть будет EP пока. А до альбома мне пока далеко. Следующий баттл зрители смогут увидеть уже этой осенью. Организаторы обещают больше участников, лучше подготовку и еще больше агрессивной рэп-музыки. К слову, на День города рэп-бойцы выступят на городской площадке с дружеским комплементарным рэп-баттлом, чтобы познакомить с жанром еще больше людей. Евгений Стогас, Никита Чернов, телеканал Юрган, Сыктывкар.